Сегодня мы пригласили вас для того, чтобы проинформировать вас и через вас всю общественность Грузии о том, что на территории автономии мы учредили православный фонд, называется Православный фонд поддержки строительства храма в городе Камрат. Название храма «Преображение Господне». Сегодня на нашей презентации присутствует Степан Михайлович Топал, священник иерей отец Сергей и Мария Ильинична Кирьякова. Хочу проинформировать вас о том, что идея строительства церкви давно витает в воздухе. В этом есть необходимость, поскольку даже в старые времена в Камрате существовало три места, где православные могли осуществлять свои потребности православной веры. И вот эта идея, она была, реализация этой идеи началась в начале этого года, когда была сформирована инициативная группа во главе с Степаном Михайловичем Тополом. И инициативная группа обратилась с поддержкой владыки Анатолия епископу Камрадско-Когульскому, который благословил эту идею, богоугодное дело. И впоследствии владыка Анатолий назначил настоятелем будущего храма отца Сергея, который рядом присутствует. Наши действия были следующими. Мы начали работу по регистрации прихода и регистрации фонда. Регистрация прихода – это юридическая форма организации лиц, которые будут осуществлять свою деятельность. А создание фонда мы видим как один из механизмов, рычагов для сбора финансовых средств для строительства озвученного храма. С этой целью движение «Единая Грузия» инициировало, учредило, точнее, данный фонд. И мы его долго регистрировали, там были разные сложности, нам создавались, но тем не менее фонд зарегистрирован. Регистрация была осуществлена в Министерстве юстиции Республики Молдова в городе Кишиневе. Поэтому вы сегодня получаете документы, вы увидите там название на молдавском языке. Вот таковы требования в Кишиневе. Согласно устава фонда, органами управления является президент фонда. Исполнительным органом является совет фонда в составе 5 человек во главе с президентом фонда. И наблюдательный попечительский совет, там количество не ограничено. И ревизионная комиссия в составе 2 человек. Сегодня я представляю назначенного президентом, руководителем фонда Степана Михайловича Топола и бухгалтера организации Кирьякова Мария Ильинична. И с вашего позволения первым я хочу предоставить слово руководителю фонда, президенту фонда Степану Михайловичу Тополу. Спасибо, Федор Никодимович. Я извиняюсь заранее, может быть, чуть подробнее, чуть дольше остановлюсь в своем выступлении. Я очень хочу, чтобы вы поняли
а через вас посредством массовой информации наша общественность. Почему вот сегодня мы собрались, почему мы отмечаем вот то, что нами сделано? Вопрос о строительстве, а точнее даже о восстановлении церкви в Камрате стоит давно. Я даже затрудняюсь сказать, но десятилетия стоит этот вопрос. Люди, те, которые, понимаете, очень близки к Богу, и те, которые хотят быть близки к Нему, они всегда поднимали этот вопрос. И я в какой-то степени время от времени подключался к этому вопросу. Ну, восстановление церкви, вы знаете, чуть выше памятника у нас там была церковь Успения Божией Матери. В свое время ее разрушили, надо было восстановить. Я, как бы делая отступление, я уверен, не знаю, сколько пройдет, 20, 30, 50 лет, но эта церковь будет восстановлена. Это будет дань нашего народа, нашей вере, нашему Богу. Но это, так сказать, и вот как-то в прошлом году Башкан Гагаузии Михаил Формузал огласил свою идею, говорит, а надо бы создать инициативную группу по этому вопросу в отношении строительства церкви в Камрате. И я даже как-то пару раз выступал по радио, прямой эфир в Камрате в прошлом году и позапрошлом году, и объяснял необходимость в этой церкви. И, кстати, нашлись люди, которые говорят, что «О, Степан Михайлович, зачем вы еще хотите церковь строить? Вы хотите делить народ, поэтому у нас здесь на две части». О чем разговор? О чем может быть разговор, товарищи? Как делить людей? Разве Бог делит людей на своих, на чужих, на ту сторону или эту сторону? А в тех городах, в тех населенных пунктах, где есть 3, 5, 10, 15 и более церквей, там что, население того населенного пункта делится на отдельные группы? Это абсурдно, конечно. Так вот, мы создали инициативную группу. Туда вошли бизнесмены, интеллигенция, священнослужители. Мы пригласили, так сказать, участвовать однажды на этом заседании инициативной группы владыку Анатолия. Значит, и было решено подготовить документацию о регистрации прихода будущей церкви, будущего храма, и фонд, который будет в дальнейшем аккумулировать средства на счетах в банках и будет оказывать содействие строительству, то есть содействие этому приходу. Недавно, а это точнее 1 июля этого года, Федор Никодимович большую работу проводил и проводит в этом направлении. Я хочу поблагодарить его в этом вопросе. 1 июля был зарегистрирован фонд. Мы уже заказали печать. Мы уже открыли счета в банке, Финкомбанке, где будут сюда аккумулироваться деньги. И хочу, пользуясь моментом, вот заходит Мария Ильинична, наш бухгалтер, и говорит: Степан Михайлович, извините, я немножечко опоздала, потому что внесла на счет этот в банке 1000 лей. Первую лепту внесла, значит. Это символично. Да, вот опередила учредителя. Это символично, это очень важно. Так вот, я в какой-то степени инициативной группе благодарен. Те, которые меня как бы избрали во главе, значит, фонда, состоящего из 5 человек. Ну и впоследствии, так сказать, уже меня как бы назвали президентом этого православного фонда. Думаю, что по мере возможностей, в силу своих возможностей, я постараюсь это доверие оправдать. Значит, как было сказано, что около 100 лет назад примерно в Камрате было 3 церкви. Ныне существующая Иоанна Предтечи, Успение Божией Матери, которая разрушена, и была домовая церковь в реальном училище, это где сегодня находится у нас, понимаете, педагогический колледж, училище. Поэтому мы как бы возвращаемся на те пути, к тем временам, когда, значит, в Камрате, я говорил, уже было 3 церкви.
Почему у меня такая идея возникла? Я хочу сказать, что 20 лет назад, где-то 20 лет назад, когда у нас Советский Союз распался, я сейчас не буду вдаваться в подробности, правильно ли велась политика, идеология при Советском Союзе или нет, но была какая-то идеология. Я говорил об этом, что была партия, которая подтолкала нас, у нас ведущая, руководящая. Был комсомол, была пионерия, были октябрята. Это все, так сказать, по возрасту как бы воспитывались в духе, в том. После распада Советского Союза, когда у нас все, так сказать, поменялось, и по сей день меняется, и меняется, по моему представлению и пониманию, что очень неблагополучно меняется все, никакой идеологии и воспитательную роль никто не ведет в стране, в государстве. Надо вернуться, так сказать, к тому, что когда церковь в этом отношении играла очень важную роль. Очень важную роль. То, что у нас в каком состоянии сегодня молодежь, да не только молодежь, я имею в виду в идеологическом направлении, да и вообще и взрослые. Вы знаете, то, что мы раньше говорили, что человек человеку друг, товарищ и брат, в этом понятии уже абсолютно этого понятия нет. Поэтому возникла необходимость, и если мы сумеем всем народом, всем обществом сделать так, чтобы как можно быстрее эту церковь построить, включить его как бы в работу, это было очень здорово. В моем понимании, что строительство этой церкви у нас, а я как-то, может быть, другой раз остановлюсь, как я вижу деятельность этой церкви и вообще у нас, так сказать, работу воспитательную в идеологическом, богоугодном направлении, я в другой раз остановлюсь. Но я считаю, что этот вопрос, наверное, стоит на втором месте после того, как мы провозгласили Гагаузскую республику и заимели автономию. Я очень верю, что именно это так. Поэтому те люди, я думаю, что которые, я не верю, что будут какие-то, которые будут противодействовать исполнению вот этого заказа народного, строительства этой церкви, я не верю, что такие найдутся. Но эта работа будет против Гагаузской республики, против Гагаузской автономии. Я вот так понимаю. Это какое-то крыло той птицы, тому журавлю, которая называется Гагаузия. Если какие вопросы будут возникать, я... Но перед тем, как вопросы задавать, давайте предоставим слово отцу Сергею. Пожалуйста. Zaman hayır olsun dostlar. Varınca sana söyleyeceğim Yusuf Gavuş. Erbarcan lazım. Eğer bırakarsanız. Bugünkü günde varınca söylemeyen çekediği bu Allah'a yakışıklı iş çekediği din işler. Beni o çeketti Osman. Açan Владыка Anatoliy iyi sözledi bu işi, благословит etti. Hani Komrat'ta açma, kilise tabir prihod. Bundan sonra Владыка beni koydu orayı naстоятель, hani götürme işi. Ben görüyorum hani bu iş lağım olsun ne için? Ya burada söylendi. Komrat'ta geçen asırda 20. asırın çeketmesinde vardı 3 kilise. Ben bunu söylediydim daha ileri. O zaman Komrat'ta bir panerdi. Şimdi Komrat'ta bir kilise ama kaç paner var bilmiyorum. Çok var. Çok paner var. İslam bu. İslam paner var çok. Ama просто bir kilise. Ne için? Komrat büyük. 20 binin üstüne kişi. Komrat var, bizim baş kasaba. Bir kilise ne kadar da o büyük olsa, ne kadar da o İslam olsa, o tamamlamayır hepsiciğini, kaplamayır hepsinin insanı. O bir. İkinci, şimdiki patriark bizim, Patriark Kiril.
söyler, hem çok kere söyledi. Hani kilise, papazlar, arkereylerle daha yakın olsun insana. Onuştan ninde yetmer kilisenin de az kilise, orada düzerler kiliseler, orada açarlar eparhiyalar. Rusya'da hangisinin payı var bizim kilise, bizde bir payı Rus kilisesinin. Orada açılıyor çok kiliseler yine, çok monastırlar. Açılıyor çok yine eparhiyalar. Bu bitki yıl açıldı 5-6 eparhiya. Bu yapılıyor hani kaplama hepsini insanı, kaplama hepsinin teo soruşları ne var insanda. Ben açan geldim buraya Komra'da, 1,5 yıl geri. İşte aylar ben geldim, kongres açan oldu, ikinci kongres. Beni çağırdılar Moskova'dan. Delegat kongrese. Ben buluştum 2-3 adamla, bizim Gagavuzlarla hani burada. Gagavuz'da yaşarlar, hani yaşarlar. Başka yerde. Bu ideyi kaldırdılar, sordular. Niye ben söyledim hani burada değil sadece bir kiliseler olsun, burada olsun Tazi'de. Hem de prost olmayıcıyı da açan kilisenin bile üzülecek burada Komrat'ta. Духовный центр, духовно-просветительский центр. Ne o? O var öyle bir yer, ninde hazırlama varınca ileri doğru diyor kişileri, diyor çocukları anglar isterler hizmet etmeye Allah'a prestolun önünde. Anglar öteye doğru olacak papaz. Bizim Gagavuzların arasında sayın bakıncasına bizim halkımız ne kadar kaç kişi hem ne kadar çıktı onların arasından papaz bugünkü günde var. O bir büyük koefisiyent oluyor. Ama bizde yok. Burada öyle возможность hani хотя бы onları hazırlama, onlar öğrensinler sonra seminaryalarda. Bu lazımlı iş. Biz Vladika'yla ettik. Vladika благословлять etti. Yani kilisenin bile düzülecek duhovный центр. Orayı bakacağız girecek. Nasıl yapılan neler. Olacak строительство поэтапное, то есть o Dilberkeret'te o 2-3 etapta olacak o. Noçek edeceğiz. Hem kiliseden ninde yakışacak insan gelsin, dua etsin. Ninde yakışacak insan gelsin, buluşsun. Allah'ın yüzbe yüz. Спасибо. Прежде чем вы зададите вопросы, я хотел еще несколько вас проинформировать о предстоящих наших шагах для того, чтобы начать реализацию де-факто. Первое, сегодня Степан Михайлович оформит обращение в муниципальный совет города Комрата, обращение о выделении земли под строительство будущего храма. И хочу также дополнить, разъяснить отца Сергея о том, что речь идет не только о строительстве церкви, а речь идет о комплексе зданий, комплексе, который включает или можно его назвать как епархиальный центр. Будущее. Да, будущее управление. Независимо в той форме, как сегодня у нас есть епархия Комратско-Кагульская, или будет создана другая епархия, независимо от этого, епископ должен иметь возможность выполнять свои функции и должен иметь все атрибуты для управления на данной территории. После нашего обращения в муниципальный совет я надеюсь, что вокруг этой задачи, вокруг этой идеи не будет политизации
и советники, и руководство примарии поддержат эту идею, независимо от наших взглядов, приверженностей. Мы получим выделение земли под строительство этого храма. И следующий шаг является проектирование и непосредственно начало строительства. Также хочу вас проинформировать о том, что наверняка вы об этом знаете. В средствах массовой информации мы об этом говорили, и не только мы. Уже известно о том, что в октябре, 8-12 октября текущего года к нам ожидается визит Святейшего Патриарха всей Руси. Еще не было в истории Гагаузии, гагаузского народа, чтобы с таким высоким визитом к нам прибывал патриарх. Поэтому хотелось бы, чтобы мы не тратили время и оперативно решали все процедурные вещи, и непосредственно к моменту приезда патриарха мы могли бы уже действительно начать строительство. И в рамках 4-дневного визита ожидается также и посещение и Гагаузии патриархом Кириллом. Вы об этом проинформированы. Если нет, то должны знать, что этому предшествовало также приглашение, официальное обращение Башкана о том, что в рамках предстоящего визита мы приглашаем посетить и Гагаузию патриарха Кирилла, в ходе которого осветить богоугодное дело строительства нового храма. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу обратиться к руководству города еще раз, всем новоизбранным советникам поддержать эту идею и войти в состав этой инициативной группы и оказать содействие и поддержку всяческую, и финансовую, и организационную поддержку, чтобы мы продвигались в решении этого вопроса серьезными шагами. Ну и, пользуясь случаем, конечно, я обращаюсь ко всем жителям Гагаузии, ко всем представителям, которые находятся и за пределами, поддержать, в том числе и финансово, выделив кто сколько может, фонд, финансовые средства, где будут аккумулироваться, и впоследствии будут эти финансовые средства направлены исключительно, подчеркиваю, исключительно на строительство данного храма. Пожалуйста, вопросы ко мне, к моим коллегам. А можно сразу внести второй вклад 1000 лет? Я хотел быть первым, но не получилось опять. Вот возьмите здесь 1000 лет. Вы, наверное, должны лично сдать. У нас есть открытый А у вас счет, нет я вам счета? дам реквизиты. Давайте. Да, Было правильно. это счет. Конечно, лично. Хорошо. А еще один бланк есть? Здесь есть. Ну, вы взяли? Нет, вот сейчас. Я хотел также сейчас вам раздать представителям средств массовой информации открытые счета. Там 4 вида счета: леевые, долларовые, евро и рублевые 4 счета. Хочу, чтобы вы их разместили и использовали впоследствии в нашей информационной. Содействовали в сборе средств. Это с вашей стороны будет уже свой вклад. Да. Где вы все-таки будет подпорядок? Значит, мы проводили подготовительную работу, исходили из того, что там будет, как я уже сказал, целый комплекс зданий. Это предполагает наличие серьезной большой площади.
К сожалению, в центре города, где-то ближе к черте города, таких площадей нету. И мы остановились на площадке, которая находится на выезде с города в сторону Чадурунги, с правой стороны. Непосредственно площадка, которая примыкает к городу, можно сказать, это черта города. Там эта площадь в свое время на этой земле предполагалось строительство училища. Ну, времена поменялись, необходимость строительства в нем, как жизнь показывает, отпала, поэтому мы думаем, и специалисты согласны, в том числе и представители церкви, говорят о том, что на том месте было бы очень красивый архитектурный ансамбль. Оно находится на высоте, там есть место для развития, и думаю, что будет достойная постройка. Да. Крест поставили? Крест там? Нет. И крест там тоже Но следующие шаги, как я уже обозначил, мы должны получить обращение сегодня оформим. В последующем это решение муниципального совета, это де юре выделение данного участка земли, после чего, естественно, можно освещать и проводить другие процедуры, о которых может больше говорить наш друг, священник, отец Сергей. Можно вопрос? Да. А вы согласовывали этот вопрос с примарией и именно с той целью, чтобы не возникли опять вот эти вот проблемы, как, например, со строительством стадиона, чтобы избежать вот этих всех недоразумений и чтобы потом не классифицировали это как политический вопрос. И второй вопрос, почему именно название Преображения Господня? Значит, ну, я отвечу. На первый, а я на второй. Хорошо, хорошо. Значит, ну, было сказано уже, вы правильный вопрос задаете. Было сказано уже, что сегодня обязательно мы составим обращение всем советникам, наверное, и совету примарии эти вопросы. Ведь не было кому обращаться. Мы уже сказали, что примарии, да. Мы уже сказали, что с 1 числа только зарегистрировало Министерство юстиции. Мы открыли счета, мы получили печать, так сказать, уже о том, что у нас это мы действительно есть вот этот фонд. И сегодня работаем дальше в этом направлении. Ну а что касается названия, отец Сергей изъявил желание ответить. Может быть, я что-то дополню потом. Пожалуйста. По поводу названия. Во-первых, Преображение Господне – это один из 12 праздников, великих праздников православной церкви. Это первое. Первый аргумент. Второй аргумент – такого храма в Гагаузии нет. Нет храма Преображения Господня в Гагаузии. Это второй тоже весомый аргумент. Ну и третий аргумент – Преображение Господне празднуется 19 августа. День Гагаузской республики. Пожалуйста, еще вопросы? А чем этот храм будет отличаться от предыдущего храма? Предыдущего которого? Ну, нынешний, который имел Иоанна Крестителя. А он не должен отличаться, уважаемый. А как он должен быть отличаться? По архитектуре? Давайте по архитектуре. Ну, внешне, наверное, конечно, Каждая церковь имеет несколько вот этих форм, да, пяти. По архитектуре, конечно, он будет отличаться. В этом и красота, что храм на храм не похож. Нет двух копий храмов. Но чтобы создать проект, разработать, нужна земля. Нужно анализ грунта, все это привязка, и потом будем работать над проектом. Вот. По архитектуре он, конечно, будет отличаться, а в чем-то еще отличаться. Храм он есть храм, Дом Божий. Храм он и в Африке храм православный. Есть видео, в Африке тоже есть храмы, но они просто покрыты пальмовыми ветвями. У нас пальмовых ветвей нет, надеюсь, что он будет каменный храм.
не будет уступать по красоте тем храмам, которые на юге Грузии имеются, на юге Молдовы имеются. Ну, может быть, еще будет отличаться тем, отец Сергей, что вы говорили, уже сказано было, что сопутствующие здания и сооружения... Это целый комплекс, архитектурный комплекс планируется. То есть это не отдельный храм, маленькая только. Да, да. Да. Все-таки кто-то является главным спонсором вот этого? Да, главный спонсор у нас есть. Ну, потому что просто идея так не могла прийти по-любому. Главный спонсор, который будет спонсировать все это, управлять, у нас есть. А кто это? Господь Бог. Значит, да, Господь Бог инициатором, как было уже сказано, является движение «Единая Гагаузия». Непосредственную активную поддержку будет оказывать Михаил Макарович Формозал. Я думаю, Наши что соотечественники, которые за рубежом. наши соотечественники за рубежом, и я вообще полагаю, что это станет всенародным строительством, поддержит вся Гагаузия, поскольку это действительно важный атрибут автономии гагаузской. А по большому счету, если мы оцениваем наш этнос, гагаузы, как народ, выжили благодаря двум краеугольным вещам. И это очевидно, мы об этом знаем. Это сохранение идентичности по языку и приверженность к православной вере. Поэтому строительство комплекса, строительство вот следующего, еще одного храма, это развитие в этом плане. И полагаю, что оно остро необходимо. Ну, для примера возьмите город Чатурлунга рядом с нами, и там 3 храма есть, уважаемые коллеги. Да, и монастырь есть, комплекс. Поэтому никто не расценивает, как это некое разделение. Сегодня наша существующая церковь, она маленькая, она не вмещает тогда, когда есть праздники, всех желающих. И хочу ответить на скептиков некоторых, которые говорят, что сможем ли мы содержать этот приход или нет. Сможем. Раз Чатурлунги содержит, почему в столице не сможем? Все в наших руках. Если вам примирие даст разрешение, да, когда вы планируете крест поставить, по-любому нужно посвятить крест поставить. В самые короткие промежутки Нет, времени. лучше, если не даст разрешение. Не думаю, что не даст. Я, конечно, не хочу так предположить, что возможен такой вариант. Все-таки, несмотря на разницу в взглядах в других направлениях, в этом плане я думаю, что мы должны быть едины. В церкви нет взглядов никаких других. Церковь объединяет всех, и правых, и левых, и центристов. Церковь есть Дом Божий, и человек приходит туда, в церковь, чтобы обрести себя в этом мире и обрести Бога в душе. Поэтому я думаю, что в этом деле, если и будут какие-то недоразумения или технические, так сказать, неполадки, они будут решаться. Скажите, пожалуйста, на какую площади участок вы затребуете приварить? Ну, весь этот комплекс, предварительная работа проведена, весь этот комплекс предполагает примерно 5-7 гектаров земли. Есть предпроект. И там такая возможность есть, и место для развития есть. И хочу предварить умозаключение, точнее высказывание отца Сергея. Я хочу попросить всех, независимо от политических взглядов, других приверженностей, присоединиться к этому мероприятию, к этой идее, к реализации. И здесь хочу особо подчеркнуть, Единая Гагаузия не преследует присвоение каких-то лавров этой организации. Абсолютно. И мы попытаемся сделать так, чтобы не выпячивать себя, при этом организовывая эту работу. Вот это я хочу, чтобы вы подчеркнули.
Извиняюсь, отец Сергей сказал, что есть предпроект, а предварительная стоимость по предпроекту. Я отвечу как строитель, я прошу прощения. Можно я просто скажу, что это строительство будет поэтапным. То есть это не за год и не сразу все строительство будет проводиться. Я 8 лет учился в Москве, видел, принимал участие непосредственно в восстановлении монастыря целого комплекса. Это Троице-Сергиево-Варнинский монастырь, город Ростов-Великий, Ярославская область. Вот. Почти с нуля там я был, когда его создавалось, вот уже прошло 8 лет. Начинали они чуть раньше, там целый комплекс стоит. При монастыре имеется гимназия, где я 3 года преподавал. И это ведется поэтапное строительство. Здесь также будет поэтапно. Тогда примерно какой промежуток времени займет? Или зависит от сбора средств? Зависит От всех нас. Во-первых, зависит от тех препятствий, которые будут перед нами. Все зависит от нас. По крайней мере, мы как инициаторы будем содействовать этому процессу, чтобы мы не растягивали по времени и каждый день используя для реализации этой идеи. Скажите, вот такой вопрос. Строительство планируется второй церкви в Камрате. Что делается для того, чтобы будут ли создаваться воскресные школы для детей, чтобы вот не только весь народ, да, вот ходили туда, посещали церковь, а воспитывать детей с самого детства ближе к Богу? Я думаю, что это вопрос лучше всего ответит отец Сергей, поэтому прошу. Во-первых, конечно, планируется, и не просто, я просто говорил, наверное, вас не было в начале. При нынешнем кафедральном соборе был заложен камень воскресной школы. Даст Бог, может, она будет построена при нынешнем соборе. При новом храме планируется постройка, еще раз повторяю, духовного центра. В духовный центр будет входить как воскресная школа обязательно для детей. Также и в дальнейшем гимназия. То есть это учебное заведение, где будут преподаваться параллельно светским дисциплинам духовные дисциплины. Но это планируется в будущем. Это проекты, да. Надо делать то, что можно сегодня. И хочу сказать, что церковная православная жизнь наша несколько активизировалась с появлением молодых священников, которые с новыми взглядами, идеями и энергией берутся за это дело. И просто хочу напомнить, что благодаря поддержке и инициативе отца Сергея в марте месяце мы презентовали Библию на детском языке. Детскую Библию на глагольском языке. Причем в 2 вариантах, на латинице и на кириллице, чтобы общедоступно было. И это благодаря, в том числе, вот активной деятельности. Федор Николаевич, конечно, преувеличивает. Мое участие было непосредственно техническое. Тем не менее. Но хочу тогда, пользуясь случаем, поставить всех в известность. Даст Бог, если в ближайшее время, через месяц, в свет выйдет молитвослов на гагаузском языке. Дуа киеды гагаузче. Ангсын biz hazırladık, çevirdik. Vardı Çakir, Mikhail Çakir birazını çevirdiydi duaları гагаузче. Ama çok şey yeniden. O Kiyad geçti рецензии. Киеда verdi благословение синодальный издательский отдел Московского патриархата Москвадан. Он дал присвоен гриф. Благословение bizim правящий архирейда. Maket уже tipografya da hazır. Kaldı zaten küçük işler. Para bulmadı çıkarma. O yıl, ikinci de öteye doğru детский Bibli'ye gagavuşani oldu. Onu yardım eder bize Enstitü Periyolu Bibli'yi Moskova'dan yapma. Güzel ve kim çıkacak tabir kiyat. Tipayırlanacak Gagavuz dilinde 6 psalmi, 6 psalom Gagavuz dilinde. O var çeketmesi büyük projektin. Projekt öteye doğru çevirmeye Gagavuş'a псалтыри, им bütün Библии çevirmeye Gagavuş'a. Если нет вопросов, огромное вам спасибо. И еще раз призываю вас, используя ваши возможности, оказать содействие в реализации этой
идеи и, пользуясь возможностью, хочу вам передать счета, которые впоследствии вы можете использовать в своей работе. А мы будем молиться со своей стороны за вас. Пожалуйста. Спасибо.